Ассаламу алейкум, уважаемые земляки-дагестанцы. Я сейчас рассказываю то, что увидел своими глазами. Раньше, во времена Советского Союза, на строительство Гемринского туннеля с Ахвахского, Ботлинского и Чумадинского районов Хасаюрт и обратно ехали обычно через Гумбетовский район, по Харибскому перевалу на Казбековский район или через Андийский перевал на Чечню и дальше в Хасаюрт. В начале мая этого года мы, группа родственников, на одной машине ехала в прикутанный населенный пункт, расположенный на территории Хасаюртовского района. Хозяин автомашины, он же сам и водитель, предложил, чтобы миновать неасфальтированный участок автодороги Нижний Инхело-Конхедатли, проехать через Ботлих на Муни. На развилке автодороги Ботлих-Анди мы спросили ради интереса у обгонявших полицейских, как нам лучше поехать в Хасаюрт. Они ответили, что лучшая дорога через Андийский перевал и Чечню, что здесь прекрасный асфальт повсеместно от этой развилки до территории Дагестана. Мы после распада Советского Союза по этой дороге не ехали. Решили, развернули и поехали в сторону Анди. Скажу сразу, спасибо дорожникам и руководству Ботлинского района за реконструкцию и асфальтирование автодороги Ботлих-Анди. Из тех 17 серпантинных поворотов осталось только 4. Дорога тоже стала намного короче. Совершенно другая картина на чеченской стороне. От границы с Андийского перевала до границы на Гезельском мосту на всем протяжении трассы нет ни одной ямы. Даже в горной части до Харачоя нет ни одной ямы. Это говорит о качественном укладке асфальта. Нам показалось, что мы попали в другое государство, где имеется один хозяин, где царит культура, где нет анархии и вседозволенности. В Харачое у въезда есть пост ДПС и написано «Место регистрации». Мы остановились и спросили у полицейского нам зарегистрироваться. Тот ответил вежливо: «Ребята, не надо, вам счастливого пути». В Харачое введено Сержень-Юрты. Трасса в основном проходит через лесные массивы, но с двух сторон трассы стволы деревьев, в лесу побелены. Ни одной сухой ветки и листьев нет под ними. Нигде нет мусора. Нет навоза от стада коров. Видимо, сразу убирают. Повсюду похожие, окрашенные заборы, культурные домостроения. Самое главное, ни на 1 сантиметр на дорогу не вышел никто. Нет самозахвата. Как было расстояние от дороги до частных владений при советской власти, так же сохранилось и ныне. Прямо на тротуарах нет супермаркетов. Везде чистота. На проезжей части не стоят автомашины. Они стоят в предусмотренных для этого местах. В Шали, раньше это было самое длинное селение в Европе, сейчас, кажется, город. Красивая в полном смысле этого слова мечеть, называется гордость мусульман. Здесь же ухоженный парк, фонтаны. В парке на ступеньках мечети нет ни одной пылинки. Когда мы подходили, сидящие на скамейках девочки начали вставать. Мы зашли в мечеть помолиться. Внутри порядок. Аура описать не могу, надо видеть. Мы все подумали, Дагестан отстал в культурном плане от наших соседей на 100 лет. Даже по внешнему виду нас узнала проходящая мимо нас аварка, живущая в Шали. Поверьте мне, как только проехали Герзельский мост, сразу по состоянию трассы и вида узнали, что мы на родине, в своем родном Дагестане.
спрашивается, что с нами, куда мы идем, кому мы молимся. Каждый старается ухватить, прихватить, урвать. Нет культуры ни в быту, ни в поведении. Никто из нас, видя чистоту и порядок, не смел в Чечне выбросить даже закладку от конфет через форточку автомашины. Там мусульмане, здесь тоже мусульмане. Здесь тоже на каждой улице строят мечети, ходят на розман, проводят ифтары, маджлисы, слушаем проповеди, одеты многие по-мусульмански, совершаем хадж. А дальше что? Мне могут некоторые возразить, сказать, иди и живи в Чечне и тому подобное. Дело же не в этом. Разве наша столица Махачкала похожа на столицу? Разве наши поселки по внешнему виду, по градостроительству похожи на поселки городского типа? Разве наши и другие города благоустроены и являются приятными для проживания? Кто виноват? Наверное, мы сами, и власть имущие. Культура – это же не только чистота. Культура поведения, культура характера, культура езды, культура ходьбы, культура одежды, культура собственного вида, культура приветствия, культура вставания, культура вхождения в дом и так далее, и так далее. Вот завтра пятничный день. Абсолютное большинство на разман приезжают на автомашинах. Многие из них в машинах сам один. Кто же из нас останавливает и подсаживает в свою машину идущих пешком на разман людей возраста? Где же наша культура уважения? Вопросов много, ответов один. Никто из нас, начиная с меня, не боится Всевышнего. Все мы живем только сегодняшним днем и ради своего блага сознательно совершаем грехи. С нас берут пример наши дети. Дальше еще хуже. Дагестан становится большим базаром, где живут одним законом. Все можно купить и продать. Это причина нашего невежества, хамства, неуважения, бескультурия и вседозволенности. Пусть Аллах простит наши грехи и благоразумит нас.